Здравствуйте, ребята! Меня зовут Бибикова Юлия Владимировна. Начнем урок родиноведения в 4 классе. Тема нашего урока – пищеварительная система человека. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с пищеварительной системой человека, а в этом нам поможет обычное яблочко. Повторим правила питания. Человеку нужно есть, чтобы встать и чтобы сесть, чтоб расти и кувыркаться, песни петь, дружить, смеяться. Ребята, посмотрите на таблицу, там отображена наша пищеварительная система. Итак, ребята, наше путешествие по пищеварительной системе начинается. Представьте себе, что мы откусили кусочек яблока. Этот кусочек начинает движение ротовой полости. В работу включаются зубы, которые пережевывают этот кусочек, язык, который перемешивает, и выделяются слюнные железы. Слюнные железы проталкивают нашу пищу в пищевод. Пищевод – отдел пищеварительного тракта, соединяющий глотку с желудком. Он принимает участие в проглатывании пищи. Сокращение мышц пищевода обеспечивает продвижение пищи в желудок. Форма и размер желудка могут изменяться в зависимости от количества содержащейся в нем пищи. В целом же он имеет вид мешка размером около 21-25 см и вместимостью до 3 литров. После того, как наш кусочек яблока попал в желудок, он начинает дальше продвигаться в тонкий кишечник. В тонком кишечнике он задерживается аж на 4 часа. Именно здесь происходит процесс пищеварения и выделения питательных веществ в организм. После тонкого кишечника наш кусочек яблочка продвигается в толстый кишечник, в котором извлекаются минеральные вещества и влага. В кишке остаются лишь плотные отходы. Они перемещаются вниз по прямой кишке и выводятся наружу. Давайте послушаем совет доктора Нехворайкина. Чтоб расти и развиваться, и при этом не болеть, нужно правильно питаться, с самых юных лет уметь. Чтобы в наш организм поступали питательные вещества, нам нужно употреблять такую пищу, которая содержит витамины, воду, белки, углеводы, жиры и минеральные соли. Наша пища разнообразна и содержит витамины. Витамины группы А обеспечивают рост организма. Витамины группы С повышают сопротивляемость организма вредным веществам и микробам. Витамины группы D способствуют формированию костей. А сейчас мы с вами, ребята, просмотрев видео, давайте подведем итог. Витамин А помогает хорошо расти, хорошо видеть и иметь крепкие зубы. Как вы думаете, в каких продуктах он содержится? Правильно, он содержится
в моркови, капусте, в зеленом луке. Витамин С содержится в яблоке, перце, капусте, апельсине и лимоне. Он способствует сохранению организма от вредных веществ и микробов. Витамин D способствует формированию наших костей. Он содержится в таких продуктах, как молоко, рыба, грибы, сыр, яйца, в зелени, в масле. Ребята, чтобы организм наш был здоровым, необходимо не только правильно питаться, но и знать правила правильного питания, чтобы пища приносила пользу нашему организму. Как вы думаете, что это за правило? Никогда не набивай пищей полный рот. Не глотай, пока все не прожуешь. Жуй закрытым ртом. Когда жуешь, не разговаривай. Пока не проглотил, не клади в рот следующий кусок. Пей только тогда, когда во рту уже нет пищи. Обязательно соблюдай режим питания. Ребята, давайте подведем итог урока. Что вы узнали из урока? Что вам понравилось? Какие правила правильного питания вы запомнили? Откройте свою тетрадку и запишите 2-3 правила правильного питания. Молодцы! Вы справились с этим заданием. Откройте дневник и запишите домашнее задание. Дома вы прочитаете параграф 30 и составите кроссворд на тему «Пищеварительная система человека». Спасибо за внимание. До новых встреч!